На уходящей неделе таджикские СМИ сообщили, что Кыргызстан и Таджикистан намерены обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы. Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кушукова заявила, что нормы законодательства Кыргызстана не соответствуют принципам Всемирной торговой организации, а Министерство торговли и интеграции Казахстана направило в Евразийскую экономическую комиссию обращение о рассмотрении вопроса применения кыргызской стороной минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из государств-членов ЕАЭС. Бишкек посетила региональный вице-президент Международной финансовой корпорации Джорджина Бейкер. Она обсудила с премьером Абулгазиевым вопрос передачи аэропорта Манас во внешнее управление. В Кыргызстане побывала парламентская делегация Армении. Верховный суд начал пересмотр уголовного дела Азимджана Аскарова, осужденного в 2010 году к пожизненному сроку, но сразу же перенес слушание на 6 апреля. Прокуратура Бишкека выявила несоответствие в проекте детальной планировки центральной части города. Зонирование земельных участков противоречит их удостоверяющим документам. В связи с ПДП юрист Эрик Ерискулбеков подал иск в Межрайонный суд Бишкека на Бишкекский городской совет. Председатель Совета по отбору судей Барак Табасова сообщила в парламенте, что в 2019 году президент вернул документы по 48 претендентам в судьи местных судов, а в 2018 году по 88 претендентам. Жогорку Кеңеш одобрил кандидатуры Хасымалиева, Бабукеева и Джумабаева в судьи Конституционной палаты. Законопроект Райымкулова о дополнительной финансовой отчетности некоммерческих организаций отправили на рассмотрение сессии Жогорку Кеңеша в первом чтении. Парламентский комитет по транспорту, архитектуре и строительству одобрил законопроект о параллельном проектировании и строительстве жилых домов и других объектов. При мэрии Бишкека создали инвестиционный совет. Блогера Эльмира Сыдымана, задержанного 19 февраля, городской суд Бишкека выпустил под домашний арест. Бишкекский городской суд утвердил решение Октябрьского районного суда о том, что газета «Азия Ньюс» должна выплатить министру внутренних дел Джунушалиеву 300 тысяч сом в счет компенсации нанесенного морального вреда. Статком сообщил, что в 2019 году средняя зарплата по стране составила 17 166 сомов и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 5,9%. Бизнес-омбудсмен, которым стал бывший посол Великобритании в Кыргызстане Робин Ортсмит, официально приступил к работе. Представители общественного фонда «Наше право» и их сторонники потребовали отставки генпрокурора Джамшитова и прокурора Бишкека Бекмаматова за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Премьер назначил директором госучреждения УНА Марата Пирназарова. Совет директоров электрических станций выбрал гендиректором компании Джолдушбека Ачикеева. У кыргызского гражданина, работавшего официантом на круизном лайнере Diamond Princess, подтвердился диагноз заражения коронавирусом. Кыргызстан перенес на более поздние сроки чемпионат мира по хоккею с шайбой в 4-м дивизионе и лицензионный турнир по борьбе на Олимпиаду, которые должны были состояться в Бишкеке в марте. В Сокулуке пьяный муж сжег свою жену за то, что она медленно готовила ему еду. Два молодых человека прибыли из Казахстана и сфотографировались на площади Алато в Бишкеке с плакатом «Верните голову Генесары». Завтра судья Первомайского суда Марат Сыдыков начнет рассмотрение уголовного дела о беспорядках в Хойташе, произошедших 7-8 августа прошлого года.